страхование. То есть это инструмент, который вам позволяет чувствовать себя в жизни уверенным. Это то, что приходит также неожиданно, не дай бог никому, вот, но может так что быть, что и потери работоспособности, частичные потери работоспособности. В этом случае помогают как раз страховые компании. Страхование жизни с выплатой. Там есть такие программы, которые работают накопительно, то есть вы застрахованы, ежегодно выплачиваете какую-то сумму, вот при этом вы раз в год вы сумму эту сами определяете, там есть какой-то минимальный. Соответственно, либо исходить из того, что вы можете платить, либо из того, что вы хотите в конце срока получить. Да? Вот, и выплачивая эту сумму, вы имеете страховку на страховой случай. Да? Если страховой случай случился, вам выплатят. Если не случился, то денежки собираются, на них начисляются проценты, причем проценты капитализированные, и через 20, 25, 30 лет вы получаете очень сумму, но не то чтобы несоизмеримую, но в десятки раз больше, чем то, что вы каждый год клали. А с этой суммы мне надо платить налоги? Алика, Битлайф Алика. Там с этих сумм не платят. Исходя из того, что вы хотите получить. Тогда вы говорите, что я хочу к 60 годам получить такую-то сумму. Вам сегодня столько-то лет. Вам делают расчет, какую сумму надо класть ежегодно, чтобы получить такую-то сумму. То есть хочу 3 миллиона. Вам посчитали, что вам 20 лет до 60 осталось. Соответственно, на эти 20 лет раскидали, там есть формула, все, финансирование. Я вот в Самаре тоже решил воспользоваться, но если предлагают. То есть там от 2 до 12 тысяч ежегодно ты переводишь на пенсионный фонд. И государство к этим деньгам ровно столько же добавляет. И в течение 10 лет, кроме того, что там начисляются проценты, тебе еще добавляют ровно столько же, сколько ты вкладываешь. Ну, то есть, если я 10 тысяч в год вкладываю туда, мне ровно 10 государство подкладывает. Это государственный. Не только государственный, государственный пенсионный фонд. Нет, не только. То есть, есть коммерческие, как коммерческие, не государственные. Не государственные, которые участвуют в этой программе софинансирования. Да, просто фонд эти деньги стал перечислять. Причем те деньги, которые, в общем-то, мне начисляются государством, либо если я работаю и пенсия на предприятии мне начисляется, я прошу через бухгалтерию или как через пенсионный фонд она переводит, а из пенсионного фонда определяет туда, куда я написал заявление. Вот, если, я частный предприниматель, у меня нету такого, чтобы по государству я просто сам эти деньги отправляю в пенсионный фонд, они уже отправляют по тому адресу, который я написал. Дожитие – это такая очень веселая формулировка. Срок дожития государство, так назвало, это официальный термин такой, то есть это то, сколько предполагает, что мы по выходу на пенсию должны дожить. То учиться. Если вы хотите быть в курсе тех или иных инструментов, их надо изучать. Если вас заинтересовало вопрос страхования, сходите в одну, в другую, в третью компанию. Понятно, что я вам порекомендую в ту, которую я но, пожалуйста, сходите, пообщайтесь, там вам все расскажут, покажут, может быть, даже какие-то варианты программ рассчитают, прям сравнить. По крайней мере, в Алика там есть табличка сравнительная. Вам один вариант, второй, третий просчитают, а вы выберете, какие суммы, какой этот самый. Там разные опции есть. То есть просто поизучайте этот вопрос.